Задача 2.120. 2.120. По течению реки движутся катер и плот. Через некоторое время они поравнялись, а еще через минуту расстояние между ними составило 600 метров. Катер прибыл в пункт назначения через 30 минут, а плот через 5,5 часа. 5,5 часа после встречи. Считая движение плота и катера равномерным и прямолинейным, определите скорость воды в реке. Условие понятно? По течению реки движутся катер и плот. Через некоторое время они поравнялись, а еще через минуту расстояние между ними составило 600 метров. Через минуту. Это у нас Т1. Это у нас не Т1. Давайте обозначим его через просто Т. Какой-то Т равно через минуту 60 метров, да? 60 секунд. Понятно, да? Через минуту расстояние между ними составило 600 метров. С 600 метров. Катер прибыл в пункт назначения через 30 минут. Пункт назначения это внизу где-то. Понятно, да? Вот это река. Вот в этой точке они поравнялись. Потом двигались. Через минуту расстояние между ними составило 600 метров. Катер прибыл в пункт назначения через 30 минут, а плот через 5,5 часа. Это у нас Т1. 30 минут. 30 минут. А плот через 5,5 часа. Считая движение плота и катера равномерным и прямолинейным, определите скорость воды в реке. Значит, нам нужно найти скорость воды. Давайте обозначим скорость воды через У, а скорость катера относительно воды через В. Значит, нам нужно найти скорость течения воды. Обозначим ее через У. Вот здесь они поравнялись и движутся вниз по реке. И плот, и катер. А еще через минуту расстояние между ними составило 600 метров. Смотрите. Расстояние между ними составило 600 метров, да? Это означает, что катер двигался на 600 метров больше, чем плот вниз по реке. Понятно, да? Значит, расстояние, которое проходит катер за вот этот 1 минут, это на 600 метров больше, чем расстояние, которое за это время двигался плот. Понятно, да? Значит, расстояние, которое проходит плот, это его скорость, умноженное на время, да? На вот это время, на 60 секунд. А расстояние, которое проходит катер за это время, скорость катера у нас сколько? Скорость катера относительно берега, это V плюс U, да? V плюс U, это скорость катера относительно берега. V это собственная скорость катера или скорость катера относительно воды. U это скорость воды. Это результирующая скорость катера, умноженная на вот это 60 секунд на T. Это будет расстояние, которое катер проходит за 60 секунд. Вот это расстояние минус расстояние, которое плот проходит за это же время. Это U умноженное на T, да? Плот проходит со скоростью U. Вот это расстояние у нас S. Понятно, да? Разница между этими расстояниями у нас 600 метров, потому что катер проходит на 600 метров больше, чем плот. Понятно? Чтобы открыть скобки, нам нужно... Чтобы открыть скобки, нам нужно T умножить на обои числа. Сначала мы V умножаем на T, потом это плюс еще скорость воды наш U тоже умножаем на T. Молодец. Потом продолжаем это выражение. Минус UT равно S. Молодец. Потом посмотрим на наше выражение. Что-то у нас сокращается. У нас сокращается V умножить на T минус V умножить на T. Это V? U умножить на T. Молодец. Останется? Останется у нас V умножить на T. Это будет наш S. Молодец. А
По условию задачи S и T нам... По условию задачи S и T нам известно. Поэтому можно найти... Мы из этого выражения можем найти, что у нас V равно S делить на T. Ставим вместо этого числовые числа. Числовые значения. Числовые значения. У нас S будет равно 600 метров. Делим на T 60 секунд. Да, продолжаем. Это будет 10 метров в секунду. Молодец. Это скорость катера, да? Скорость катера. Собственная скорость катера. Но нам нужно найти... скорость течения реки. Для этого используем вот эти условия. Катер. Мы знаем, что катер шел 30 минут. До пункта назначения, да? До пункта назначения. Его скорость 10 метров в секунду. Да. Чтобы узнать, какое расстояние он прошел после встречи, мы должны его время умножать на его скорость. Молодец. Мы узнаем, что S пройденный... Это другое расстояние. Давай обозначим его через S1. S1 равно... S1 равно... V умноженное на T1. На T1. T1. Но T1 это... T1 у нас выражен в минутах. Молодец. Чтобы его перевести в секунды, мы должны умножать его на 60. Молодец. Сначала пишем скорость 10 метров в секунду. Умножаем на время. 30 минут умножить на 60 будет 1800 секунд. Молодец. Если это умножать, то у нас будет 18 тысяч метров он прошел. Он прошел 18 тысяч метров за это время. Значит, они оба пройдут вот это расстояние, но плот пройдет это расстояние за 5,5 часов. Из этого мы можем найти что? Из этого мы сможем найти скорость течения U. Молодец. Потому что это есть скорость плота, да? Есть скорость плота. Мы знаем, что? Мы знаем S и S1. S1 и T, за который прошел плот. Молодец. Если это делить, у нас 18 тысяч метров делится на 5,5 часов. А в каких единицах нам удобно здесь работать? Нам удобно работать в метрах, Либо этого нам нужно в секундах, или в секундах, или в минутах. Либо это в километрах, да? Да. Давай этого в километрах обозначим, потому что это будет легко, да? Да. 18 тысяч метров это сколько? 18 тысяч метров это 18 километров. Молодец. Делим на 5,5 часа. Делим, давайте с калькулятором. Три за 3.27, 3.3, приблизительно 3.3. 3,3 Единица у нас километров в час, молодец. Немножко побольше, меньше. Километров в час. Молодец. Ответ у нас получился. Ответ у нас Скорость течения равно. реки у нас будет Вот здесь приблизительно напиши, приблизительно. Приблизительно 3,3 километра в час. Молодец. Молодец, Давлатхон, садись. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Пушкин. Два тела движутся равномерно навстречу друг другу, и расстояние между ними уменьшается на 16 метров за каждые 10 секунд. Значит, S1 у нас 16 метров за каждые 10 секунд. 10 секунд. Если эти тела движутся с такими же скоростями в одном направлении,
то расстояние между ними увеличивается на 3 метра за каждые 5 секунд. S2 у нас 3 метров за каждые T2 5 секунд. Дальше. Найдите скорость каждого тела. Обозначим их скорость через V1 и V2 и найдем их. А теперь смотрите. Когда эти тела движутся навстречу друг другу, их относительная скорость это V1 плюс V2, да? Потому что они движутся навстречу друг другу. Относительная скорость у них будет V1 плюс V2, да? Поэтому пишем, что V1 плюс V2. И здесь сказано, что когда они движутся навстречу друг другу, расстояние между ними уменьшается на 16 метров за каждые 10 секунд. Вот это на 16 метров за каждые 10 секунд, это и есть их относительная скорость. Понятно, да? 16 метров или S1 на T1. Это будет 16 на 10. 1,6 метров в секунду. Это понятно? Значит, первое уравнение это V1 плюс V2 равно 1,6 метров в секунду. Во втором случае с такими же скоростями в одном направлении. Относительная скорость, когда они движутся в одном направлении, их относительная скорость будет V1 минус V2. Значит, V1 минус V2 S2 делим на T2 или 3 на 5, да? 0,6 метров в секунду. Значит, у нас есть два уравнения. Первое уравнение V1 плюс V2 равно 1,6. И второе уравнение V1 минус V2 равно 0,6. Решаем эту систему уравнений. Здравствуйте, меня зовут Абдулхай. Для того, чтобы найти V1 и V2, нужно плюсовать эти уравнения. Будет V1 плюс V2 плюс V1 минус V2. Это равно 1,6 плюс 0,6. V2 и V2 сокращаются, остается 2V1. 2V1 это равно 1,6 плюс 2,2. Молодец. Потом V1 равно 2,2 деленное на 2. V1 равно 1,1. Мы нашли... Постарайся с той стороны написать, что... Мы нашли, что V1 это 1,1 метра в секунду. Нам нужно найти V2. Метров в секунду. А нужно найти V2. Как можно найти V2? V1 плюс V2 равно 1,6. У нас V1 1,1 плюс V2 равно 1,6. V2 равно 1,6 минус 1,1. И V2 равно 1,5. Не, 0,5. 0,5 метров в секунду. Молодец. Ответ. Там напиши ответ, все. Ответ V1 равно 1,1 метра в секунду. V2 равно 0,5 метров в секунду. Все, это был наш Курбонзода Абдулхай.
Так, однажды червяк и улитка соревновались в скорости передвижения. Они преодолевали участок длины L, при этом улитка двигается с постоянной скоростью 36 мм в минуту. Червяк же прополз часть пути длиной 4 дюйма со скоростью 30 мм в минуту, а оставшуюся часть пути со скоростью 45 мм в минуту. Определите длину участка L, если известно, что участники финишировали одновременно. У нас есть определенное расстояние L, допустим, с точки А до точки Б и с точки А до точки Б. И первый из них, улитка, давайте это просто V обозначим. Улитка просто двигался с постоянной скоростью 36 мм в минуту. Пишем формулу скорости. V равно длина этого участка. Задача сказана, что это L. Делим на скорость улитки, на время, на T1. T1 это время, за которое улитка преодолевает это расстояние. Понятно, да? Найдем T1. Это L делить на V. И это пусть так останется, а потом червяк же прополз часть пути длиной 4 дюйма со скоростью 30 мм. Сначала найдем время, за которое червяк проходит S1. Обозначим это время через T1. Но поскольку здесь у нас есть T1, давайте этого T1 просто... Давайте T просто обозначим. T это время, за которое червяк движется от А до Б. Улитка движется от А до Б. А T1 это время, за которое червяк проходит расстояние 4 дюймов со скоростью 30 мм в минуту. С этой скоростью. Это означает, что T1 равно расстояние у нас S1 делим на скорость червяка в этом первом участке. Делить на U1. S1 это у нас 101,6 миллиметров. Делим на U1 у нас 30 миллиметров в минуту. Миллиметров в минуту. А, там 30. 3 целых? 3,38. После 8 у нас... 3,3. 3,38, 4 38 приблизительно. Но у нас это в минутах, да? Это в минутах. Так, дальше. Если прошел расстояние 4 дюйма, допустим, вот это от точки А до точки С, тогда он должен дальше пройти расстояние, L минус S1. Вот общий путь минус та часть пути, которую он уже прошел. Это уже второй участок пути. Понятно, да? Общий путь у нас L, он уже S1 прошел. Дальше останется L минус S1. Понятно, да? Если там 200 миллиметров, он 101,6 уже прошел, тогда 98,4 он должен пройти. А теперь вот это расстояние он проходит со скоростью U2. Поэтому T2 равняется, T2 это время, за которое червяк проходит второй часть пути. T2 равно, это у нас L минус S1 делим на U2. И общее время движения червяка равно T, потому что они финишировали одновременно. Поэтому их общее время будет одинаково, общее время движения. Вот поэтому пишем, что T равно T1 плюс T2. Это общее время движения червяка от А до Б. И еще с другой стороны, это общее время движения улитки от А до Б. Поставляем вместо T1 и T2 вот эти числа. 3,38, это в минутах, плюс L минус S1, это у нас 101,6. Делим на U2 у нас
45. Единицы у нас в миллиметрах и в минутах. Вот это t равно, с одной стороны t равно 3,38 плюс вот этого, с другой стороны t равно L делим на L делится на V1. Понятно, да? Вот приравняем эти уравнения. Мы сказали, что с другой стороны t равно L делить на V у нас 36 равно. С другой стороны это 3,38 плюс L минус 101. Давайте вот это уравнение решать, Юсуф. Чтобы решить это уравнение, нам нужно сначала дать общий знаменатель 36, 1 и 45. Это 36 дается по 5, здесь 180, и тут у нас значит, общий знаменатель у нас... Общий знаменатель, значит, у нас будет 180. Молодец. Потом мы пишем. Равно. 5L равно. Умножаем на 180, да? Умножаем на 180. 10 прибавим плюс 4 скобка. 4 умножаем на скобку. 4 умножаем, открываем скобку. L минус 101,6. Минус L минус 101,6. Закрываем скобку. Вот отсюда 5L равно. Продолжаем. 5L равно. А теперь стой. 3,38 умножаем на 180. Сколько получается? 608. 608 запятая 4. Запятая 4. Дальше. Прибавим. Мы опять это же открываем скобки. Открываем. Сначала пишем 4. 4L. 4L. Минус 4 умножаем на 100. Это будет 406, запятая 4. А теперь 4L мы переносим сюда. Это будет 5L минус 4L. Да. 5L минус 4L равно 608,4 минус 406 и 4. Это будет 200 с чем-то. 202, да? 202. А теперь L найдем. А теперь найдем L. L это у нас 202. 5L минус 4L, это будет 1L. Это равно L. L равно 202. Значит, мы используем единицы миллиметры.